Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», Петр Цепандин. И мы, как обычно, находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной обычно, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Здравствуйте. И к нам сегодня в гости пришла директор фитнес-клуба, мастер-тренер Наталья Сарай. Наталья, приветствую. Добрый день. Наталья. Добрый Да. день. Наталья у нас вообще очень сильно разносторонний человек. 3 высших образования с красным дипломом. Чего только, каких только достижений, сколько таких побед именно по бодибилдингу, по фитнесу. Ну, я так думаю, Наталья лучше сама о себе расскажет, но до этого расскажите, чем вы к нам сегодня пришли, учитывая то, что у нас все-таки, скажем так, кулинарный проект. Да, что вы будете сегодня готовить? Ну, поскольку мы в передаче «Просто и вкусно», поэтому у нас сегодня все просто достаточно. Рис с овощами, курица в Так. соусе барбекю. И на десерт приготовим мои любимые сырники на рисовой муке. Ну, это очень вкусно и очень реально быстро готовится. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, я могу сказать, что помимо того, что я еще фитнес-тренер, я еще нутрициолог. Вот, то есть консультант по питанию. Могу. И поэтому я, конечно, принесла сегодня блюдо для готовки, которое традиционно в бодибилдинге, рис и курица, да, то есть все воспринимают спортсменов, которые на сцену выходят, которые кушают исключительно рис и куриную грудку. Что-то вот такое Да. чересчур правильное. Чересчур правильно. Да-да-да. Но сегодня мы готовим не курицу не из грудки филе, а сегодня мы будем готовить из филе окорочков, да, то есть это мясо цельное, то то есть есть там без же кости. без кости, да, то есть костей. полностью вырезана здесь косточка, и удобно будет нарезать, быстро готовить, оно хорошо Сами тоже. вырезали? Нет, сейчас, так сказать, мир производителей предоставляет прекрасную возможность покупать уже все готовое. Так, Ну, получается, рис у нас тоже уже с овощами. Рис с овощами, да, заморозка, то есть это тоже для... Я человек занятой, работаю с 8 до 8 вечера, поэтому я не готовлю сложных блюд дома. То, что быстро, но я могу сказать, что замороженные овощи сохраняют достаточно хорошо. Шоковая заморозка сохраняет питательные вещества, витамины, минералы очень качественно, даже порой лучше, чем при жарке и консервации. Вот, Класс. поэтому, Ну, поэтому давай, вот да, простой да. выбор. Ну, а творог, естественно, любимое блюдо, по-моему, не только спортсменов, а еще и домочадцев всех. У меня вот, например, сырники вообще просто можно готовить каждый день. Как на завтрак. Как на завтрак, да. Да, на завтрак. И, по-моему, из молочных, по-моему, творог самый полезный. Творог самый нейтральный, скажем так. Нейтральный. Нейтральный, потому что молоко усваивается не всеми людьми, да, то есть молочный сахар достаточно сложный продукт для усвоения, поэтому, ну что же, творог самый... сытый творог. Это створоженный уже продукт, то есть ферментированный, то есть его легко достаточно и готовить, и он более полезный. Так, и с Давайте чего начнем? Уже если начнем с курицы Давайте с и с курицей. рисом, да? Да, Рис, да, получается, надо немножко... его сразу можно не оттаивать, потому что он должен немножко пропариться, рис замороженный, да. Его сразу наставим на сковородку и высыпаем, получается. средний огонь? Средний огонь, да. И я обычно сразу закрываю его крышкой, чтобы, вот эта влага впиталась внутри риса. И даже можно немного воды добавить. Я думаю... Доведем его вот так, ничего Да. страшного. Хорошо, я беру мясо, получается. вот. Вы за мясо. Да, я... Семен следит за рисом. Да. А я Можно задаю вопрос. поставить еще Так, вторую вот сковородку, получается филе. пока Да, она разогреет. филе, то есть я стараюсь, кожицы убрать побольше, да, то есть все-таки, Можете туда складывать, наверное. да. Мгм. Так, и достаточно просто все делаю, кусочки средние. Ну, слишком мелко тоже не нужно, чтобы не было сухой, наверное. Мелко не надо, оно слишком обжаривается. Так, Семен, я правильно режу Да. мясо? Ну, можно чуть больше, конечно. Не, вы не волновайтесь, Семен, конечно, может сказать свое, да, но... Нет, но смотрите, вы это как- очень приятно учиться у профессионалов, потому что я никогда Вы не решили мастер-класс- одним выстрелом 2 зайцев. Нет, я реально люблю учиться. Вы заметили, да, у меня 3 высших образования, у меня образование Вот- тренера, у меня образование нутрициолога. Вот следующий вопрос поэтому- был. Я знаю, что вы еще и физик. Мы же с одного факультета. Да. Да. Мое первое образование – это физический Да, факультет. поэтому вот такой следующий вопрос я подготовил. Расскажите немножко о себе. Так, Давайте мы уже поставим да, можно, да. вот так. Так, давайте начнем с возраста моего, да. Я не скрываю свой никогда возраст, я им горжусь, потому что считаю, что... Редкая женщина. Да, на самом Я деле... думаю, достаточно. Достаточно, да? Мгм. Вот, мне 46 лет, я мама, я замужем, 25 лет, вот мы в январе отметили серебряную свадьбу с мужем. Поздравляю, Да, у это нас круто. вот 3 детей, дети уже взрослые достаточно, вот. Ну и так сложилось в моей жизни, что
я определенное время искала, так сказать, свое профессиональное предназначение, но при этом получила 3 высших образования. Вот. Ну, по порядку. По порядку, да. При этом Первая физик. Первый физик, да. То есть, Я тоже первый физик. физик, Да, да, отлично. давайте сразу такие галочки ставить. Галочка, да. Физики, лирики. Можно отложить. Сейчас прижарится. Так, значит, и получается, первая физика у нас, я была выпускницей первого, так сказать, факультета по Выпуска. выпуск технолог алмазных Да, инструментов. кафедры. Да, то есть это был первый набор студентов в связи с тем, что Иван Якутия- Иванович Егоров, по-моему. Да, Иван Иванович Егоров. Бескрованов Василий. И, да, Да, Бескрован Василий, он был моим руководителем дипломного проекта. Вот, после этого мне учеба всегда дается легко. Ну, то есть я люблю учиться, мне это нравится, я получаю новые знания. Вот. И поскольку учеба достаточно давно легко досталась, я решила поступить на второе высшее. В тот момент, ну, это было, получается, больше 20 лет назад, было очень популярны было 2 профессии. Какие? Ну, наверное, помнишь. Экономист и юрист. Юрист, да. Туда вообще бешеный конкурс всегда. Абсолютно Да, был, да. абсолютно, То есть, да, было. естественно, юристом я никогда себя не представляла, поэтому я решила поступить на второе высшее экономист. Тем более корпуса вот через Да, дорогу. 100 корпуса метров. были, да, рядышком, и мне даже какое-то время удавалось совмещать параллельно обучение. Но потом в моей жизни случилось замужество, первый ребенок, и пришлось выбирать. И в то же время я сразу уж по первой профессии я начала работать. Вот. И, соответственно, я ушла на заочный менеджмент, закончила, работала, и как только я закончила менеджмент, я родила второго ребенка. Вот, то есть в итоге у меня 2 образования, 2 ребенка. В Ну, то есть как бы общем-то, подарок себе получается. Чуть ли не так, да? ну так получалось, да. Типа Но, отметила диплом рождением ребенка. да. Вот эта соль нам для чего? Соль для риса, потому что она не соленая, она с приправами, то есть там чеснок и такие прованские травы немножко. Да. Можем, да, полить. Так, полотенечко. Полотенечко. Пусть обжарится курица, да? Да, Как надо? курица обжаривается На пока, да. корочке, затем после этого После курицы мы обжариваем просто ее, чтобы до золотистой корочки, пропариваем, чтобы она все внутри хорошо прожаривалась. И далее мы засыпаем ее соусом, который немножко такой барбекю карамелизирует ее. Все. В принципе, сейчас под ваше чуткое руководство мы можем уже начать Да, готовить уже можно сырники. делать сырники? Да. Так, сырники, ну, можно сказать, для тех, кто худеет, потому что из моего опыта обезжиренный творог как-то лучше держит форму и консистенцию сырников. Вот, поэтому так, Ну, то есть это вилочка обезжиренный нужна. вообще? А? Полностью обезжиренный творог, Ну, да? он, да, как правильно, творог можно, или творог? Я желательно не как-то- прям нулевой, а желательно вот 2-3%, да, потому что все-таки нулевой творог, он вообще пустой, он не усваивается, вот тот белок, который нам нужен из этого творога, он плохо усваивается, а вместе с жировой компонентой сохраненной он усваивается намного лучше. Поэтому, ну вот здесь у меня получается полкилограмма творога, мы его хорошо разминаем вилкой, Ну, сырники у нас получается легкое и простое блюдо. абсолютно, да. Подойдет, и если даже и на ужин, и на завтрак. Диета номер Но если 17, вот на диета номер диете, да, 5. человек, получается, на любой рацион должен подойти. Готовится быстро и довольно просто. Так, дальше мне понадобится сода и, не знаю, я за годы подготовки, я почти 4 года соревновалась, участвовала в соревнованиях. А как пришли к спорту? Это вроде и физика, и экономика, а тут спорт. Ага, 3-й высший еще финансовый менеджмент управления, да? Да, и 4-й. Ну, в общем, каждый раз, когда я заканчивала одно образование, я обязательно работала в этой сфере. Но и финансовый менеджмент я не поработала, но ушла работать коммерческим директором. Вот. И как-то так сложилось в жизни, что... Ну, спорт был всегда. 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 Всегда, да? Всегда. И правильное питание тоже. Нет. Нет, да? Нет. Более того, я могу сказать, что я познакомилась с понятием КБЖУ ровно в 38 лет, как только начала готовиться к соревнованиям. То есть первые мы соревнования... Да. Сколько? Ну, спорт Ну, был я всегда, бы но пол чайной соревнования в ложечки. 38. Ну, Первые соревнования, да, да. первые Да, соревнования. очень, Но, достаточно поздно. Вы согласитесь с тем, что, ну, скорее это не нормальная ситуация? Ну, как бы поздновато или нет? Нет. Нет, да? Ну, я могу сказать, с точки зрения профессионального спорта, это поздновато. поздновато, Ну да. да, потому что я соревновалась с девочками 18, 20, Да, 23 да, я года. про это, да. Но, допустим, многие профессиональные футболисты
ну как, 35, ну, Ибрагимович сейчас 41 играет, да, ну это редкая редкость. Это очень 38 редко, уже, да. это все, ну как бы... Ну, потому что пиковая гормональная активность, пиковое Физическое, да? физическое здоровье у человека, естественно, с 25 до 35 До 30, лет. да. Поэтому до 25 мы растем, развиваемся, нарабатываем свою, так сказать, свой потенциал физический. И после этого мы уже, Уже- ну, как бы ну, немножко сначала вроде как бы рост, мы должны плата, и удерживать потом- свою форму, Да. полученную, так сказать. Мне Да. можно муку рисовую. И Данную Богом, Да. и родителями, и И генетикой. генетика, да. и Вы генетикой. используете рисовую муку, да? Да, рисовую муку, она дает такую более рыхлую, что ли, консистенцию сырникам, потому что вот пшеничная, она немного такую дает липкую такую форму. Да. Вот, а рис, она такая, она, во-первых, безглютеновая. У нас в семье выяснилось, что у мужа непереносимость глютена, поэтому я сейчас активно, так сказать, осваиваю так стряпать, хлеб пеку из безглютеновой муки. Поэтому вот рисовая мука достаточно хорошо вошла в наш рацион повседневный. Так, ложка. Это, может быть, да? Ложечкой. Так, ну все, в принципе, сюда. Ну, желательно не так, я кладу не так много муки, да, для того, чтобы все-таки вот эта сырность, вот это вот сырников, она, то есть была, чтобы это было не мучное изделие, а более сырное такое, да, вот. Ну все, так, и сахар я добавляю, ну, поскольку я много лет готовилась, 4 года с лишним, да, и я очень полюбила сахарозаменитель. На тот момент я стремилась, ну, к снижению калорийности, и поэтому сахар был исключен. А сейчас просто, ну, сахар как таковой, Ну, я уже, подслащивать. он, ну, не такой сладкий для меня, как сахарозаменитель, можно сказать. А многие боятся сахарозаменителей, есть натуральные, есть синтетические. Я давно предпочитаю вот натуральные, это сахарный спирт, эритритол. Вот, можно Вот он, да? Да. Мгм. Заменитель сахара, природный компонент. Да, Ну, понятно. то есть поэтому здесь... А не вот это, который... да? Нет, его надо предварительно растворить. То есть его надо растворить и потом добавлять. Это не очень удобно. Здесь сахарозаменитель удобной консистенции, прям, ну, такой, как сахар, пудра. Больше даже к пудра, да? Больше на пудру сахарную похож. Так. Нутрициолог, это получается, вы помогаете людям с правильным питанием. Да. Вы можете, например, даже составить график питания, где может зайти даже чипсы, да? Но всего должно быть понемножку, да? Нет, И колу можно. Нет, смотрите, Самое главное, нутрициолог наши – это консультант по питанию и здоровью, да, потому что, ну, наверное, включить в калорийность любой продукт, наверное, сможет любой, а именно подобрать необходимые продукты для здоровья, которые необходимы человеку, это уже нутрициолог, потому что, к сожалению, наш быстрый век быстрого питания, фастфудов, он и снижение качества продуктов, ну вот именно нутритивная плотность, да, вот когда вот наши родители кушали натуральное мясо, да, мы сейчас такое достаточно, ну, как сказать, на потоке мяса. Ну да, не все имеют возможность Да, натурального не у мяса, всех да. есть родственники в деревне. Вот как-то так, да. Вот, у меня их нет, поэтому, и поэтому рацион становится менее богатым минералами, витаминами. И каждый из нас, если, ну, прочитать анализы крови, там, да, нутрициолог тоже это умеет, он смотрит, какие дефициты есть. Как правило, у женщин это дефициты железа, витаминов В9, витамин B12, витамины D. То есть это, ну, очень часто приходят ко мне мои клиенты с полидефицитными состояниями. То есть, и вот как раз нутрициолог помогает составить рацион правильно для того, чтобы получать максимальную пользу из продуктов питания и, если необходимо, биологически активные добавки, витамины какие-то, да. Так, ну что, у меня тесто, в принципе, готово для сырников. Мы сейчас закончим тогда с нашим основным блюдом, да? Вот. Тесто И, стоит у нас. А из местной кухни вы что-нибудь любите? ну, естественно, индигирку, наверное, ее не любят, ну, не знаю, нет таких людей. А печень замороженная? Печень замороженную я пробовала, но немножко для меня все-таки специфично. Вот. А строганину ем. У меня, кстати, дети мои все родились в Якутии, и вот они прям очень любят строганину. Вот. Мне очень нравится саламат, мне очень нравится кёрчих, я очень люблю. Ну, то есть такие вещи я прям, ну, очень, ну, они мне Я так нравятся. смотрю, вы редко себе балуете кёрчихов. Да? Или ну- как? Каждый день можно его кушать?
Да нет, наверное. Нет, да? Я думаю, что Лучше его не надо стоит. вписывать в свою калорийность и поддерживать. Плюс, конечно, хороший рецепт формы – это тратить каждый день, расходовать физическую энергию да. больше, чем… Либо каждый день кёрчих, но потом умирать в спортзале. Ну, так. кто-то так делает. А я так и делаю. Ну, то поэтому, наверное, Да, в прекрасной я форме. поэтому, да, я кёрчих вообще Да. обожаю. Ну Любимое что, у блюдо, нас по-моему. уже практически, да, Да, мясо? можно добавить соус, да? Можно добавить соус. Так, здесь, получается, мы его посыпаем. И сверху просто где-то грамм 50 воды для карамелизации. Чуть. На вот такую, ну, делает. Можно сразу размешивать. Ну, всё, хватит. Ага, достаточно, по-моему. Ага. И прям сразу водичка, чтобы она покрывалась вот такой вот… ага. На сухой мы ее размешаем. Да. Чтобы она полностью распределилась по… Что у вас такое? Барбекю соус, Да, понятно, да, на доступный, в общем-то. Многие боятся таких синтетических, ну, смешанных приправ из-за того, что там вот есть глутамат, усилители вкуса. Но чтобы вот тот вред, о котором известны, ну, пугающие статьи глутамата, нужно достаточно много его съесть. То есть, Ну, то есть чуть-чуть можно? ну, чуть-чуть усилитель вкуса, он, мне кажется, во всех приправах есть, присутствует. И, ну, это даже секрет некоторых кухонь, да, добавление глутамата. Нет, ну, Вот. тут Но, тем не могу менее, поспорить, но мы вот глутамат точно не используем. это Если- классно. Да. На самом деле это классно, реально. Но дело в том, что вот такие быстрые собранные приправы, готовые, они, ну, допустим, мне как домохозяйке, ну, даже я не домохозяйка, а именно вечером, когда я домохозяйка, очень помогают быстро готовить. Ну, Ну, вы то мама, есть, а как? ну, приходится, Куда деваться? да. Не каждый же день в ресторан же ходили, там, кого-то Естественно, нанимать. да. То есть, поэтому все. Сюда в рис можно чуть-чуть добавить масла ну, сливочного, да, то есть, чтобы оно такое было, ну, Та-да! да, вот оно. Да, вот оно. Это много, наверное, будет. Ага, так, достаточно. Все. Я, в принципе, придерживаюсь старой школы и в тренировочном процессе, и в питании. И особенно изучая, так сказать, нутрициологию и полезность тех или иных продуктов, я после длительного, так сказать, ограничений вернула в рацион свой и субпродукты, и печень, потому что они очень богаты тем самым вот железом, витаминами, которые нам необходимы. Вот, они очень нутритивно плотные, и нам, ну, так сказать, для того, чтобы красное мясо обязательно в рационе у нас в семье, то есть не менее чем 2. Немного, но должно быть. Да, обязательно, потому что именно там то самое гемовое железо, которое нам необходимо для того, чтобы у нас хорошо было, ну, хорошо, мы жили, Не, ну, тем более мы на севере, без мяса железо вообще, это по-моему, кислород, никак. да, то Да. есть, ну, вообще, ну, если честно, я, ну, скажем так, не одобряю ограничения в еде мяса, да, потому что все-таки человек, он, ему важно, мы, так сказать, все равно из рода млекопитающих, да, и, соответственно, как бы нам… И где-то даже хищники. И где-то даже хищники, но Да. тем не менее мясо нам очень важно для того, чтобы быть полноценно функционировал наш организм. Из белка состоит практически все. И наши гормоны, и наши клетки, и кожа, и волосы. То есть это наиважнейший элемент питания. Поэтому исключать вот мясо из рациона, это достаточно, нужно быть очень грамотным нутрициологом для себя, чтобы компенсировать то, чего не получаешь из мяса. Ну, если ты, допустим, веган. Да, то есть Если- веганы, к ним они должны к своему питанию поставить высокую планку. Они должны компенсировать то, что они не получают из белка. То есть, потому что растительный белок неполноценный. Ну То да, есть да. животный белок для нас наиболее полноценный, и растительный белок, его нужно обязательно компенсировать добавками. Так, теперь мы приступаем Ну, к к сырникам. сырникам. Да. Да. Ну что, так, здесь нужно будет приготовить муку еще для того, чтобы обволакивать и готовые сырнички. Ну, не липло. Не липло, да. Но. Для этого та же самая рисовая мука в тарелочку. И получается, ну, наверное, многие хозяйки знают, что чтобы сырное тесто, творог не лип рукам, обычно я под водой, с водой смакиваю. Ну, вот Это же его, правильно, да? его Ну, подготовили поэтому. да, специально. поэтому Немножко здесь смочите, да? да, немного смачиваю руки, беру такой, ну, средний размер
тесто. Это такие оладушки, лепешки положили. Да, и делаю просто шарики такие вот. Вот таким образом делаю кругленькие, их с двух сторон, и опять немножко их сбиваю лишнюю муку, и Так. можно, сковородка у нас уже готовая. Надо Нет, хорошо как- разогреть, да? Я готовлю средняя где-то температура, чтобы они хорошо все-таки прожарились, потому что ну, вот если сильно горячие, они быстро пригорают и так, и не прожариваются внутри. Без масла, без ничего просто. Ну, можно чуть-чуть с масла, ну, здесь хорошая сковородка, поэтому должны, Не должно липнуть. не должны сильно пригореть. Так, ну вы готовьте, а я такой вопрос. Наверняка помните первые соревнования, да? А как пришли к этому? В 2015 году я как раз была на распутье, искала себя в новой сфере, и я приняла решение уйти в спорт вообще, потому что, ну, как я говорила, спорт был всегда, несмотря на мои разносторонние образования. Я с 2005 года вечерами еще работала тренером групповых программ. Уже работала, Ну. да. То есть и к 2015 году я приняла решение уйти в тренажерный зал. То есть тренажерный зал и групповые занятия — это немножко разные вещи. Вот. А как раз вот в 2015 году, после долгих лет отсутствия соревнований по бодибилдингу в Якутии, был организован первый гран-при чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. И для меня это был, ну, такой, ну, опыт. Я решила себя занять. Вызов, да? Да, вызов, да. То есть, и если честно, наверное, никто не верит, что я подготовилась за 2 месяца. То есть я буквально Ну, это же да, как? да, то есть Это вот же первого надо же массу набрать. Или ну, все было уже? Нет, мышцы достаточно в тонусе, потому что я больше 10 лет тренером все равно работала групповых программ. Но это, еще раз повторяю, немножко другое, потому что бодибилдинг, подготовка — это, естественно, наращивание мышечной массы, Ну, но и рельеф. в течение 8 недель Пропорции. примерно нужно готовить, ну, так сказать, обезжирить себя. Сушка, да. Сушка, да. Да, то есть что такое сушка? Это грамотное постепенное снижение жирового слоя и перед сценой еще выведение излишней воды. Воды, да. Да, но это краткосрочно, то есть поэтому выход на сцену вот в такой красивой идеальной форме спортсмены находятся максимум вот 1 день в неделю, потому Да, что ну это стресс для организма. Да, это Огромный. небезопасно для здоровья Да. с точки зрения, то есть потому что человек не может быть обезжиренным и высушенным, да, то есть Всю это жизнь. всю жизнь, Да, то ну есть это пиковая форма держится неделю, можно ее немножко отпускать, потом заново, так сказать, подводиться, так и участвуют спортсмены, когда участвуют несколько подряд соревнований, вот, поэтому вот первое соревнование, конечно, было наверное, оно и самое успешное для меня было. Я стала чемпионкой республики по фитнес-бикини, и после этого приняла решение, мы с тренером приняли решение поехать на чемпионат по Дальнему Востоку. Ему уехать На волне успеха. на волне успеха, да. Да, конечно. Я не собиралась, если честно, никуда после этого, но настолько была эмоционально была так взбудоражена вот этим успехом, состоянием сцены. Сцена — это всегда красота, то есть это купальники, это прически, это грим, запах грима, наверное, всем Уже какая-то ассоциативная память. ассоциативная память, да, поэтому мы приняли достаточно быстрое решение, и мы решили довести еще форму и участвовать уже в несколько другой категории, потому что в процессе соревнований, подготовки у меня достаточно, хорошая мышечная масса пошла. Вот, в бодифитнесе я готовилась. Это 2 разные женские категории. Чем отличается? Бодифитнес бикини — это девочки, у них пропорции буквой X, да, то есть это широкие плечи, очень узкая талия и широкие бедра. Так. То есть вот X, да, то есть понятно, так, те не самые буду. идеальные пропорции, которые рисуют мужчины, которые активно продвигаются. То есть, это реально красиво, когда широкие бедра, тонкая талия и такая подтянутая красивая спина с красивой осанкой. Вот. И получается, а бодифитнес — это девочки более спортивного телосложения, то есть это плечи шире бедер, то есть это такой Т-форма, буква Т, да. Вот, так, что у нас не пригорает, да, нормально, вот.
Все, и вот в этой категории я подготовилась и стала вице-чемпионкой. Дальнего Вот. Востока. Дальнего Востока, да. Форма была очень сухая, я до сих пор смотрю на эти фотографии, не могу поверить, что это была я в такой сухой форме. Очень успешно, тоже мы приняли достаточно быстрое решение и решили поехать на Россию, в Краснодар. Тогда был каждые 2 года в Краснодаре, там огромная база спортсменов, огромное количество спорткомплексов, и там проводится раз в 2 года обязательно чемпионат России, Самсон называется. Вот, и как раз Самсон, да, и как раз в этом году, в 2015 году проходило эти соревнования, но конкуренция на России очень высокая. И, конечно, мой тренер, он еще первый раз готовил именно женщину, в категории, да, и некоторые моменты мы, так сказать, не учли, и я не встала, не вошла в финал, но я прочувствовала вот эту конкуренцию, дух соревновательный. Да, и, конечно, я приехала немного расстроена, но, тем не менее, заряженная дальше участвовать. Я еще какое-то время участвовала, еще осенью еще раз выступала, потом весной опять выступала, но потом все-таки, как я говорила, это очень высокая нагрузка на здоровье, и организму нужно давать отдыхать после таких экспериментов с питаниями, с подводками к сцене. Поэтому я на какое-то время решила не выступать, и последние мои соревнования я в 2018 году тоже выступила, подготовилась, но уже в другой категории. Как раз за это время ввели новую категорию wellness. Вот. Wellness — это женщины, она пришла эта категория из Бразилии, из Мексики, там, да, то есть это... Немножко другие стандарты. Да, там стандарты какие? Атлетичная, хорошо развитая спина, но приоритет — это ноги и ягодицы. То есть, то, что ценят на бразильских карнавалах, активное развитие мышц ног, там, да, то есть все. Грубо говоря, Дженнифер Лопес. Да. Вот, только очень-очень хорошая работа ног, развитие ног. И вот в этой категории я хорошо выступила на республике, потом мы поехали в Благовещенск на Дальний Восток, и потом я еще поехала на Россию. Но на России, к сожалению, так получилось, я заболела сильно, как раз перед выходом на сцену. И у меня, естественно, как мы все, когда мы болеем, мы отекаем, глазки, конечно, да, вот то есть я вышла на сцену, но это уже была, к сожалению, моя не пиковая форма. И, глаза так сказать, не горят, как минимум. даже глаза, наверное, не горели. Конечно, да, когда ты Но, болеешь. тем не менее, фотографии красивые. Тем не менее, я смогла выйти. Был вообще вопрос, могу я выйти или нет. Но, потому что связаны были с перелетами. И, во время перелетов... и когда ты на пике формы, всегда же иммунитет очень сильно страдает. Абсолютно, Петя, правильно, да. Вот, поэтому, какие красивые у нас получаются. В общем-то, в принципе, у нас осталось 3 штучки, и мы сейчас закончим. Так. Да, и будем сервировать. Да, и будем наконец-то пробовать. Да. Вот, и соревнования закончились. Но в этот момент, в 2018 году, я, в принципе, приняла решение для себя, что соревновательная деятельность моя закончена. Это было уже... Получается, почти мне 42 года, да, 4 года, да, то есть поэтому я решила... Дать дорогу молодым. Да. Можно и так сказать, да. Давайте скажем и так, но по определенным причинам, как бы в тому, что все-таки здоровье для меня стало в приоритете, и я, в принципе, как тренер, есть тренеры чемпионов, которые готовят людей на сцену, профессиональные, это очень высший пилотаж, можно сказать, любого тренера в любом сфере, то есть и тренеры по хоккею, и тренеры по пауэрлифтингу, которые готовят именно чемпионов, это высший пилотаж. Есть тренеры, которые занимаются здоровьем людей, которые помогают людям поддерживать хорошую форму, потому что не секрет, что профессиональный спорт — это все-таки не про здоровье. То есть любой профессиональный спортсмен имеет какие-то проблемы со это здоровьем. какой-то немножко крен идет. Это крен, потому что давно доказано наукой, Минздравом, ВОЗом, то, что полезное количество тренировок в неделю — это где-то 3, максимум 4 часа, то есть активной нагрузки. Вот. Мы тренируемся каждый день. 5 раз тренировки, суббота, воскресенье, соревнования. Футболисты так живут. Прекрасно, да. Именно так. У меня, кстати, сын так занимается, это как же футболист. Да, это же немножко кошмарно. Да, то есть это большая нагрузка на здоровье, да. Поэтому я все-таки отдала предпочтение дальше развиваться как тренер и с точки зрения углубиться в здоровье как нутрициолог, потому что изучая
и саму подготовку, изучая вопросы здоровья, понимаю, что основа – это питание. То есть питание, правильная работа желудка, желудочно-кишечного тракта и, собственно, вот… А это опять же иммунитет. А это опять же иммунитет, Да, да. То есть ЖКТ. все, Получается, просите людей, вот кто приходит к вам ну, заниматься, записаться к вам, вы просите их, да, сдать анализы какие-то, Да, ну то есть чтобы видеть, что внутри. как-то, Да. То есть вот именно сейчас, уже имея знания нутрициолога, если человек готов углубиться именно полностью в свое здоровье, то я предлагаю заполнить анкету, основные жалобы какие по здоровью, потому что жалоб на самом деле у всех. То есть мы привыкли быть в состоянии утром встал и уже устал, там, да, так не должно быть. Встал, уже устал. Да, то есть так не должно быть. А мы привыкли в этом состоянии жить, да, и когда человек реально получает восполняет все дефициты, он нормально спит, нормально питается, он просыпается с желанием создавать, творить, работать и вечером приходить с настроением домой. Чуть ли не вскакивает с кровати. Ну да, то есть В именно идеале так должно быть. именно так и должно А быть. не так, что утро, что ли. Да, понедельник. Вот. Да, понедельник. Нормально? Да, мне кажется, прекрасно уже все, да. Мгм. Так, и Итак, можно идти еще. Да. Наталья, у меня такой вопрос, который меня в первую очередь волнует, да, как человека-бизнесмена, да, как вы набирали первых учеников? Ну, каким образом к вам приходили? Какая-то реклама шла? И дальше, каким образом стали вы директором? Это Так. же какой-то путь все равно. Ну да, то есть я в 2015 году выступила, и достаточно, у нас тогда было больше 100 человек на сцене, очень большой набор был выступающих в Якутии тот год. И моя победа, поскольку мне было 38 лет, и у меня было 3 детей, и я еще выступила успешно. Да, Это было, как люди узнали об этом? люди сразу меня мотивация очень такая мощная. много, да, было публикаций, приглашений, и реально был очень большой интерес вызван к этим соревнованиям. Они очень долго не проводились в Якутии, и, конечно, такой хороший публичный резонанс вызвал, да, интерес к моей личности. Бесплатная реклама. Да. Практически, да, получилось. Я уже на тот момент работала тренером, и, кроме того, как только я приняла решение работать тренером именно в тренажерном зале. Я провела неделю бесплатных тренировок. И, можно сказать, все клиенты, которые были в мою бесплатную неделю, даже вот 2 до сих пор со мной тренируются. Мастер-класс, короче, да? Да, И они да, увидели, то есть я показала свои навыки, свое мастерство, свой профессионализм, и люди остались практически все после бесплатной недели. То есть, и вот это мои первые То клиенты. есть ваши вложения, которые всего лишь, вы говорили, 2 месяца, да? Да. Подготовка к соревнованиям, Да. вложились. Это, я думаю, что да, Да, они жестко, окупились. да. Да, И окупились, прекрасная да, легко. память. Допустим, мой подрастающий сын, дети мои очень гордятся. Еще бы, такая мама мама. качок. Мама качок. Да, это хорошее воспоминание, потому что на самом деле эмоциональный пик на сцене, когда ты стоишь и выходишь, девочки еще красивые купальники, вот Все эти хлопают, блестящие, там, да, овации. то есть это и очень эмоционально так страшно, да, но в то же время, я люблю сцену, на самом деле, я люблю сцену, мне очень это Публичный нравится. человек, получается. Да, мне нравится вот это эмоциональное такое состояние, когда ты на пике форме, и тебе хлопают, ты несешь себя, как, грубо говоря, как королева на сцене. Но я несу себя не просто потому, что ты красивая, вот молодые конкурсы красоты, это действительно данность генетики, да, а конкурс, соревнования по бодибилдингу, по фитнес-бикини, это работа. Это работа. Это в первую очередь это огромная работа. Да. То есть это не просто одел красивый купальник, красивое платье, тебя накрасили, ты вышел, а прежде чем выйти на эту сцену, прежде чем… Сколько подготовки? Это огромная работа, это и питание. Крови, пота и слез. Ограничения Да, постоянные. То есть ограничения, когда да. все кушают, когда все отдыхают, когда все на праздниках, а ты сидишь на подсчете, у тебя ограниченное количество калорий, продуктов, набор контейнеров, и ты такой сидишь. Жесткий режим, никаких клубов-вечеринок. Да, представляете, у меня Да. еще 3 детей, которые просят: мама, сырники там или блины, пожалуйста, им вообще не до моей диеты. Могу сказать, что это был очень интересный опыт, который закаливает силу духа, формирует дисциплину и умение достигать любых поставленных целей. Вообще, когда у человека есть, в принципе, в резюме
какие-то спортивные достижения, когда у человека есть опыт большой командных, участия команд, баскетболисты, футболисты. Это люди командные, это люди дисциплины, они привыкли работать вместе, а человек спорта, он всегда, вот мне надо, я приду, они не опаздывают. Ответственность. Ответственность. Да. Это я уже говорю как руководитель фитнес-клуба, потому что, мне часто, я уже имею большой опыт, управленческий стаж, больше 15 лет, поэтому, конечно, когда я выбираю сотрудников при приеме на работе, я смотрю, есть ли у них спортивные какие-то достижения. Это не критично, это не является там приоритетным, но когда это они очень есть, большой плюс. это большой плюс. Да. Это большой плюс. У нас осталось тут буквально 2 минутки. Дожарить Да. наши сырники, да? Да. Наталья, вы как мастер-тренер уже с огромным опытом, да, с многолетним стажем, что посоветует человека, который, вроде как, у нас же многие как не знают, чего они хотят. Хотят в спортзал, но могут пойти за компанию. С чего начать? Что нужно? Я хочу, допустим, мне 40 лет, условно, да, хочу себя привести в порядок. Прежде И сам всего, того не знаю, может быть. Чего мне надо? дело в том, что вот здесь самое главное пойти в фитнес-клуб любой, в спортзал любой, на любые, если нет возможности, да просто хотя бы каждый день утром, вечером 30 минут выходить и прогуливаться, и каждый день отслеживать по фитнес-браслету или по своим часам количество пройденных шагов. Очень, на самом деле, вот совет 10 тысяч шагов, это не просто так совет, это реально необходимая двигательная активность в течение всего дня, которую нужно сделать, чтобы все-таки по ногам кровоток был налажен и стабильный. То есть это первый шаг, то есть отслеживать хотя бы свою шаговую активность в течение дня. Вот это важнее всего, да? Это для начала, потому что начала. вот есть люди, у которых большой вес, и для них приходить на спорт, прыгать, скакать Сразу нельзя, нельзя, потому конечно, что да. даже вот ты сказала про возраст, да, к 40 годам очень у многих проблемы с суставами из-за того, что они очень мало используются в нашей повседневной жизни, да, то есть сидячая работа, у нас как бы 3 кресла, да, на работе, в машине и дома диван, да, то есть в принципе все, вот это наш образ жизни. Поэтому как таковые колени, там и другие тазобедренные суставы, позвоночник обычно не используются, мышечный корсет расслабляется и здоровье подводит. Поэтому начинаем питание не получает. да, нагрузки не получает. То, что у нас не используется в организме, то атрофируется. В принципе, вот такой принцип. Поэтому для начала надо хотя бы ходить хотя бы много. И потом ввести вот эту физическую нагрузку любого плана, но достаточно спокойно, да, на постоянной основе хотя бы 3 раза в неделю. Вот. Я все-таки не любитель домашних тренировок. Почему? Потому что дома это место, которое психологически расслабляет мозг. Даже доказано наукой, что домашние тренировки, у них эффективность на 15-20% ниже, чем тренировки в специально отведенном месте. Да, ты куда-то в другое место пришел, почему? и Потому ты там что, уже, потому уже что потянут. мозг приходит в место, где все тренируются, и он готов немножко настраиваться на работу. Так, мы уже красоту Давайте. наводим. Да, Вы наложите, да? Красиво? да, давайте. Рис. Сервировка. Да. То Вот. есть все-таки куда-то записаться. Я бы рекомендовала все-таки сходить, потому что сама атмосфера будет вас заряжать, приходить снова и снова. Дома очень легко, особенно женщинам. Это то есть я сама по себе знаю, что, допустим, у меня дети, если видят меня, то они резко ничего не находят. То есть они пытаются меня привлечь к поискам вещей каких-то, наложить им покушать там, когда, допустим, мама дома. И поэтому заниматься собой дома, это, сложновато для женщин. А если еще дети маленькие, это... Ой, я что-то неравномерно носки, да? распределила, да. Вот. Вот меньше мне. Сюда. Да. Вот большое Семену. Так, большое Семен. Так, и Сырники. Ой, аккуратно. вот, поэтому я рекомендую начать с регулярной ходьбы. Я рекомендую обязательно записаться в спортивное место, где атмосфера вас будет заставлять приходить. В зависимости от А того, еще знаете, что заставляет ходить? Потраченные деньги. Как бы жалко, да? Да, я же заплатила, надо хоть пару раз ходить. Поэтому лучше билет в фитнес-клуб не хороший подарок. Я считаю, что
Да, то есть, смотрите, это, с одной стороны, это хороший подарок, потому что человек думает о вашем здоровье. Ну. А с другой стороны, иногда подарки, они вот эти не используются, как Ну да, любые ну, сертификаты. Полученные Да. бесплатно, вроде Вот. как-то не то. Поэтому все-таки и спорт это такой, такая деятельность, которую человек должен привести сам. То есть для чего? То есть он должен осознать то, что это ему необходимо. То есть это нет. И я всегда говорю, вы приходите в спорт за здоровьем, а ваше красивое тело для вас будет бонусом. То есть это будет ваша Подарок награда, самому себе, награда награда, себе, да. потому что вы здоровое тело, оно априори красивое. Ну да. Ну, посмотрите на спортсменов. Они, как правило, достаточно потянутые люди с красивой осанкой. У них очень скоординированные движения. Они не спотыкаются, когда ходят, потому что у них очень развитый мышечный Уверенные корсет, люди. уверенные в себе Уверенные люди. в себе люди. Вот, поэтому я думаю, что начать с этого. Что касается питания, без питания, к сожалению, никакие спортивные результаты не достигаются. Без этого никак. Вот, если люди начинают, это считать, это что-то еще. Для начала хотя бы сделайте так, чтобы ваши порции были немножко меньше привычных. То есть если вам тяжело сразу отказаться от ваших То есть блюд, если страдаешь лишним весом. да. Для начала ограничьте хотя бы порции, которые вы едите, то есть уменьшите количество углеводов. Все, наверное, знают это, наверное, оскому набило всем уже это сахар, уберите стряпаное, белый хлеб, то есть какие-то моменты. Вот, я считаю, что в этом есть смысл, как нутрициолог, сахар должен быть ограничен. Сахар, к сожалению, добавляется практически везде сейчас, во всех, то есть в соусах, везде его достаточно, в газировках, наверное, простой принцип пить воду чистую, хорошую, Живую. чистая вода, чаи травяные полезные, немножко уменьшить кофе, чтобы, так сказать, нагрузка на... Что делает кофе? Кофе заставляет вашу кровь отдавать энергию, запас энергии, который есть, он стимулирует выброс энергии На на короткое короткое время. время. Дальнобойщики кофе вообще не пьют. Да, почему? как правило. Потому что после этого наступает компенсация. Да. То есть организм, если вы на уставший организм выпьете кофе, ваш Полчаса организм будет еще вот полчаса, это, да. да, а потом уже всё, вы отпускает. не просто устанете, вы устанете вдвойне. То есть вы заставили организм выработать свою энергию вдвойне с авансом. Так, Ну что? У нас уже... Тебе поменьше. Мне поменьше, да, спасибо. Я потому что люблю Так. чувством легкого голода со стола вставать. Ну что, Можно это можно убрать. подвинуть. Да. Ну Так, что, друзья, приятного аппетита нам. Ну Да. что, Давай- я надеюсь, давайте я попробуем. вас немножко порадую и оценку шеф-повара. От шефа. Нет, рис с овощами хорош. Вообще классика. Надо сырники попробовать. Здесь у нас вместо сметаны греческий йогурт любой. Это тоже немножко так, возможно, снизить калорийность там, да? Ну, Для вместе тех, кто сметаны. начинает уже худеть. Вот тоже небольшой совет. Кстати, по вкусу он ничем не отличается. Клево. Хороший кисломолочный продукт. Вообще? Как? Отлично. Спасибо. Мои сыновья такого любят. Да, Да. мальчишки любят очень. Да, по-моему, все дети такого любят. Мгм. Наталья, спасибо вам, что были сегодня гостем нашей передачи. Да? Спасибо вам за приготовленные такие сытные, очень реально вкусные блюда. И у нас такая традиция. Пожалуйста, пожелания на камеру для наших телезрителей. Мы, наконец, дождались весны после такой нынче суровой якутской зимы. Я хочу пожелать, конечно, всем здоровья, красоты, гармонии с собой, в семье. И пусть ваша душа расцветает от вдохновения и всего, что вас окружает каждый день. Наталья, спасибо, что были сегодня у нас гостем. Я еще раз подчеркну, сегодня у нас была в гостях Наталья Сарай, директор фитнес-клуба, мастер-тренер, Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом мы прощаемся. Будьте здоровы, друзья. И кушайте всегда просто вкусно. Да, спасибо, Наталья. Надеюсь.